Всем привет, дорогие друзья! Это программа Тува Life Talk. Меня зовут Анастасия Быкова, и сегодня у нас в гостях Шон Куирк. Здравствуйте, здравствуйте, привет, Анастасия, привет. Шон Куирк – музыкант, продюсер, американский азиат. Шон вырос в северном городе Милуоки, штат Висконсин. После школы уже в Миннесоте поступил на музыкальный факультет. Играл на саксофоне, кларнете, флейте, ударных инструментах. О хумее тувинском горловом пении узнал в 1999 году. Тогда ему был 21 год, учился на 3-м курсе. Сосед по общежитию одолжил диск известной этногруппы Хунхурту. Шон переехал из США в далекий Кызыл 18 лет назад, в совершенстве овладел тувинским, научился играть на традиционных инструментах, стал продюсером этнической группы, которая прославилась на весь мир. Ее альбом победил на 51-й церемонии Грэмми. В родной Висконсин возвращаться не спешит, домом считает Туву, где у него супруга и 5 детей. Недавно прочитала ваше интервью, вот буквально свежее, которое выпустили РИА Новости. Там такой очень броский заголовок был: «Что держит американца в беднейшем регионе России?» Вот что держит? Ну, понимаете, да, вот такой заголовок, с одной стороны, я, конечно, если я сам написал бы вот такую статью, я не написал так, я не понимаю, почему людям это такая интересная тема, вот бедность, да, вот нашей Тувы. Да, мы все знаем, что здесь ситуация как бы не очень простая, да, но это, не знаю, это что держит меня здесь. Понимаете, это, с одной стороны, это мне неприятно, да, потому что когда первая вещь, да, вот, которую люди упоминают про Туву, это что Тува — это такая бедный регион, да. И опасно. Да, и опасно, да. И это российские блогеры, журналисты, и тоже иностранные. Вот, например, я был очень разочарован, да, вот с видео «Человек-англичанин, путешественник», у него YouTube-канал, может, вы видели, он поехал в Актовраг, и это просто мне просто отвратительно было, потому что он сотни раз сказал в течение этого видео, там 15 минут, и он по-русски, ну, не очень, да, вот хорошо разговаривает. И он: «Я в самом бедном регионе, это самый бедный город России, что здесь люди делают», да. Это не обращает внимания на настоящее богатство, которое на самом деле и здесь есть. Например, вот мой друг тоже вот задал именно такой же вопрос: «Шон, почему ты здесь живешь, да? Почему ты всегда вернешься сюда после гастроли, да, после поездки? Что тебя держит здесь?» То есть это, с одной стороны, это не тюрьма, чтобы надо держать, да, людей, потому что мы все хотим сбежать, да. И что меня здесь держит, это любовь. Это любовь, во-первых, конечно, своей семьи, да, вот своей супруги, любовь к стране, любовь к природе, любовь к культуре и любовь людям, да, вот, то есть моя жизнь здесь, мне сейчас 43 года, я здесь прожил и до сих пор проживаю, да, вот 18 лет. То есть это значительная часть моей жизни. Половина жизни практически. Да, половина моей жизни. И я считаю себя преданным, да, вот Туве. То есть, например, в любых отношениях, да, вот есть сложные моменты, есть неприятности, да, вот отношения вот родителей с детьми, да, отношения вот между мужем и женой, да, отношения вот на работе, да, вот отношения между друзьями. Всегда это никогда все гладко не бывает, да. У меня, конечно, есть свои трудности здесь, но жил бы я в Америке, то же самое, тоже у меня были такие трудности, и я считаю себя очень счастливым. Потому что я своей жизнью, да, вот как сказать, я стал достойным, да, вот зятом, да, вот тувинского народа. Достойным азиатом. Да, достойный зят. И это, ну, еще заслуженный артист. Я хожу на улице, люди просто подходят ко мне и руку вот пожалуйста: «О, Шон, я вас вижу, я смотрю вас вот на...» Ну, вначале был по телевизору, потом по интернету, сейчас на Инстаграме. Вот, и для меня это очень большая честь находиться здесь
среди тувинского народа и вот на тувинской земле и быть таким уникальным человеком здесь. То есть я знаю, что у каждого у нас в жизни есть путь, да, свой путь. И я давно узнал, что бы ни было, моя жизнь сильно связана с твоей. И это очень редкая возможность, да. Очень много проживают всю свою жизнь, да, и потом один день все, умирают и все, ничего нету. А у меня на самом деле очень интересная история и очень глубокая дружба с многими людьми. И поэтому, что здесь держит тебя? Это, да, вопрос такой очень, можем сказать, чуть обидный, да, потому что ничего меня не держит. Захотел бы я поехал бы и все. Ничего здесь меня не держит. Я сам выбрал Туву. Может быть, не знаю, может вначале, да, я уверен, что, может быть, Тува меня выбрала. Вот в самом начале, да, когда я сюда как бы свежий человек приехал, да, вот не зная тувинский, вот русский даже плохо знал, когда я приехал. Но все-таки это весь мой опыт здесь, да, вот, и все моих отношения, да, вот с людьми, вся моя работа, вот, которую я посвящаю, да, вот Туве и процветанию тувинского народа, мне здесь как бы держит, да. То есть это, ну, в одном слове, если сказать, да, это любовь. Это любовь. Все, на этом можем заканчивать интервью. Да, Ола, все. А вот скажите, как ваши родители изначально отнеслись к тому, что вы едете в Россию, в такой маленький сибирский региончик? Ну, это же все равно как-то страшно, непонятно, неизвестно. Да, конечно. Какая у них была реакция? К счастью, ну, я сейчас сегодня вот смотрю именно на этот вопрос с точки зрения родителя, да, то есть я сам стал родителем, и, конечно, когда я приехал сюда 18 лет назад, у меня детей не было, да, и я сейчас, вот когда я представляю, да, это время, когда я сказал маме и папе, что все, я поехал в Туву, я хочу там жить, я буду там жить на 1 год, потому что тогда у меня было условие, я получил грант, чтобы сюда приехать и изучать тувинскую музыку. Я тогда не представлял, как трудно это было моим родителям на самом деле. Отпустить. Да, отпустить ребенка, да, хотя мне тогда было 24 года, но все-таки до сих пор я останусь ребенком от своих родителей, да. И я сейчас сижу, думаю, если через несколько лет моя дочка ко мне подходит и говорит: папа, я хочу жить в Африке, я хочу жить в Индии, да, или в какой-то неизвестной стране. И особенно тогда, сейчас, конечно, у нас интернет, да, вот я почти каждый день вот разговариваю с родителями, да, и то есть связана связь. А тогда, да, Тува на самом деле совсем была неизвестная страна, да, неизвестное место для меня и для моих родителей. У них представления даже не было там, кто такие тувинцы, там, что за... Даже вот в России там представления не было, потому что это несколько лет там, после вот, 90-х, вот, которые, и это в Америке, конечно, представление у русских в основном это у нас от фильмов, да, вот такие, где русские всегда представлены как бандиты, мафиозы, страшные, опасные люди, да, и Россия тоже представлена именно таким же образом: опасная страна, холодная страна, где все пьют водку и так далее. Такие стереотипы, да, которые существуют. Но, к счастью, да, вот моя семья, вот у меня очень большая семья, моя мама мне так сказала: Шон, сынок, это мне, конечно, страшно, что поедешь, но я тебя люблю, и я знаю, что это твой выбор. И я как родитель, хотя это мне страшно, хотя я боюсь из-за тебя, я никогда не хочу препятствовать твой выбор. Я вижу, что у тебя есть интерес, я вижу, что у тебя есть страсть, я вижу, что у тебя любовь, я вижу, что это ты уже выбрал свой путь, и поэтому мне придется разрешать, да, вот. То есть я очень до сих пор благодарен родителям тем, что они не пытались остановить меня и сказать, хотя это им, конечно, страшно было, но это очень хорошо, потому что я поехал, они боялись, там у нас интернета не было, чтобы созвониться. Мы наверное, только 1 раз в месяц
созванивались, да, вот, ну, интернет-то был на почте, там, 2-3 компьютера, там, очень бедные такие, может, ну, раз в неделю я туда заходил. Сейчас моя мать и особенно мой отец, они тоже стали большими поклонниками Тувы. То есть особенно мой отец, там он постоянно вот тувинские новости там распространяет по интернету, там, что не происходило в Туву, он даже тоже распространяет. И да, вначале вообще им очень страшно было. И thank you, mom and dad. Я очень просто, ну, у нас в семье вот просто, да, вот такая тема, да, то есть даже если им непонятно было, это твой выбор, потому что некоторые родители, да, они сами хотят, что я хочу, чтобы мой сын стал врачом, я хочу, чтобы моя дочка стала бухгалтером, да, вот. У нас в семье мы верим, что надо детей, их надо воспитывать, чтобы они сами могли делать свой выбор. Но этот выбор, конечно, не должен быть легкомысленным. То есть они сами могли изучать свой выбор и полностью исследовать вот, последствия этого выбора. Но в конце концов, чтобы они сами сделали свой выбор. Например, люди у меня тоже часто спрашивают, кем ты хочешь будут вот, твои дети в будущем, или где ты хочешь они учатся, вот, когда они будут студенты. И я тоже таким же образом отвечаю, как мои родители ответили. Я хочу, чтобы они свой выбор делали. А вы единственный ребенок в семье? Нет. Сколько у вас я братьев, второй. сестер? У меня старший брат, и у меня младшая сестра, старшая сестра и младший брат. То есть я, да, 5, да. Старшая сестра, она приемная сестра, но все-таки она моя сестра. И потом все остальные родные, вот мои, но мы все родные, 5, и поэтому я средний, как бы. Я всегда был, как это по-русски будет, черная, белая ворона. Белая ворона, да, в семье. Не такой, как остальные. Да, не такой, как остальные. Я всегда выбрал вот очень интересный путь, и поэтому, да. Нет, у нас много. Вот у отца 8 родных, и у матери 10 родных. То есть, ну, я сказал, что у нас большая семья, да. А родители чем занимаются? Мама до сих пор работает, она тоже журналистка, и сестра тоже журналистка. То есть у меня всегда очень глубокое уважение к журналистам, потому что я знаю, что это очень сложная работа, иногда очень безблагодарная работа. То есть благодарю вас и всем журналистам. И отец тоже работал в сфере СМИ. Он работал у канала, вот у нас кабельное телевидение давно появилось, там еще в начале 80-х, и он с самого начала кабельного телевидения в Америке тоже работал. Но он более-менее работал в сфере вот, продажи, то есть он занимался именно продажей вот, абонементов. Как Хомей завоевал ваше сердце? Да, это тоже сейчас, конечно, Хумей то же самое. Я начал заниматься Хумей, когда... Еще в Америке? Да, еще в Америке, в 99 году, то есть уже 22 года назад. Я, ну, как человек, который всегда увлекался, да, вот, как сказать, который увлекался там забавными вещами, да, вот это в 99 году был. Мой друг принес диск, компактный диск нашей группы Хунтурту, которая была первая группа из Тувы. Вот была Хунтурту и был Комробрис Чандар, который, ну, еще ансамбль Това, которые сделали вот Туву известной вот в мире. И я услышал этот диск, и я сам тоже учился в музыкальном колледже, в отделении духовых инструментов. Вначале мой друг принес диск, это как бы, что он просто, тебе надо слушать это, потому что, да, вот, ну, все удивляются, да, потому что это уникальное пение, это уникальная музыка. Но когда называем, да, вот тувинское пение, когда мы называем Хумей Сакот Каргра, когда мы называем это горловое пение, да, человек думает, и именно тоже так думал, что это какой-то хрип, да, это какой-то
не знаю, крик, да, который я могу слушать один раз и все. А на самом деле, потому что термин сам очень плохой термин, да, не описывает, совсем не описывает, что такое тувинская музыка. Потому что горловое пение — это только одна часть тувинской музыки. А тувинская музыка в общем уникальна в мире. Тувинская музыка в общем это полноценное искусство, которое имеет, и, ну, вы знаете, конечно, мелодии, слова и инструменты разные. Это не только горловое пение. Ну, конечно, горловое пение это как бы жемчужина, да, вот уникальная жемчужина этой музыки. Но в общем, и поэтому, когда начал слушать этот альбом первый раз, вначале начинается с мелодии на игиле. То есть это инструментальная мелодия. И эта мелодия очень такая трогательная, да, вот грустная, такая просто. И потом, когда он начинает там исполнять хумей, и потом я думал, вау, это не то, чего я ожидал. И потом дальше он перешел на каргара, то есть это совсем другой разновидность. Да? И потом дальше на сагат перешел, это тоже совсем другой. Это как разные инструменты. И был месяц, да, этот первый месяц, я никому не давал ставить другой диск в магнитофон, потому что я только хотел слушать эту тувинскую музыку. Это просто как быстро. И я сейчас вижу, вот при моей работе с ансамблем «Алаш», я вижу, что такая реакция у многих есть. То есть просто сразу войдет прямо туда, в сердце. И после этого первого месяца я уже сам, ну, как авантюрист, как человек, который всегда любопытственный, да, вот, я сам решил, я думал, ну ладно, это все-таки люди, я тоже могу, наверное, вот, извлекать такие звуки. Да. И потом начался вот мой путь в мир тувинской музыки. Я тогда даже не знал ничего про тувинцев. Вы пытались научиться Сам. по вот этому альбому? Да. Единственное, это только этот альбом был у меня. Мне очень жалко было, потому что если я впервые слышал этот альбом где-то 14 число января 1999 года, я узнал через неделю, что Кундурту на самом деле выступали в моем городе где-то 6 число января. Тут чуть-чуть не пропустил, чуть пропустил, и я думал, ну тогда же это же то же самое, интернета не было. Я думал, все, я пропустил свой единственный шанс в жизни встречаться с этими музыкантами, услышать их музыку. Ну, конечно, я не был прав. Но все от этого началось. И просто, я не знаю, я такой человек, который, как это будет на русском, там, зацикливаюсь иногда с чем-то. И вот, да, полностью. Но вот в студенческие годы вы безвозмездно преподавали хумей? Да, это после того, что я уже начал, это после где-то 2-3 года, да, вот, то есть постепенно, да, вот у меня появились результаты, да, ну, я уже как бы узнал там базовую технику, более-менее, но никого не было, мне проверять, ну, зачет никому не сдавал. Да. Я сейчас удивляюсь, потому что какой я смелый был, но просто, да, это как бы, это просто такая возможность, случайно, кто-то слышал, там я играл в какой-то кафе, там есть открытый микрофон, вечер, и я сидел там с гитарой и пел, вот, я тогда тувинский даже не знал, то есть я в основном пел либо без слов, или с придуманными словами, которые похожи на тувинский. Сейчас мне стыдно даже вам сказать это, но кто-то меня услышал и сказал, вы знаете, что горловое пение сейчас стало популярно, ты неплохо поешь, давай, там музыкальная школа в городе Чикаго называется, то есть это после окончания колледжа, но я жил в Чикаго, работал курьером на велосипеде, и мне пригласили в качестве, да, вот, но это не безвозмездно, я там где-то за один урок $20-25 получил, еще была у меня возможность бесплатно учиться у других уроков вот этой школы. Я знаю, что сейчас этот вопрос будет очень странно звучать, но все же я его задам. Хорошо. Где лучше, в Туве или в Америке? Это как сказать, ну и поэтому я тоже, как сказать, я уже прекрасно знаю, как отвечать этот вопрос. Это как, если кто-то у меня спросил, какой из ваших детей
вы больше нравитесь, да, вот больше вам нравится, вы да? любите Кого больше, вы да? любите больше? Как мне ответить на вопрос? Да, конечно, у каждого места, да, у каждой страны, у каждого места, да, есть свои плюсы и минусы, да. То есть я сильно люблю вот мою родину, да, и никогда не забываю. Но все-таки Туву тоже именно так сильно люблю, вот, то есть один в один, то есть равномерно. Например, в Туве что плохо? В Туве бейсбола нет. Не знаю, может там бейсбол это просто мой любимый спорт. Посещать бейсбольную игру, это для меня это как молитва, это как церковь даже. Это В мое России святое в целом место. Да. не очень Нет, да, в развит России, бейсбол, конечно, да. я понимаю. Но в Америке просто есть в Туве какой-то дух, какое-то ощущение неописываемое. Это какая-то неопределенная магия. Это словами даже описывать очень сложно. И поэтому, да, иногда, ну, русская пословица, да, всегда говорят, лучше, где нас нет, да? Да. То есть по-английски звучит the grass is always greener on the other side of the fence, да? То есть в той стороне Соседний забора, газон зеленее, да, чем мой, да. соседний газон зеленее. То есть, да, конечно, ну, может быть, люди останутся недовольными, когда я отвечаю таким образом, но это действительно так. Я просто не могу выбрать. Если я мог бы выбрать, да, я давно покинул бы Туву или давно покинул бы Америку. А я выбрать не могу, потому что я сильно люблю вот обеих мест. Про образование. Вот как вам кажется, где оно более качественное? Да, ну это тоже очень интересный вопрос, потому что были времена раньше, когда мы поехали, когда моя первая дочка была в первом классе, мы пожили в Америке 1 год, то есть моя дочка там жила 1 год, то есть мы все жили 1 год, она училась в первом классе, еще вторая она ходила в садик, и еще мой сын до пандемии, он тоже учился в Америке один, там он у бабушки дедушки жил. Ситуацию здесь я прекрасно понимаю, я уважаю наших учителей, потому что быть учителем, я тоже, кстати, работаю преподавателем, да, и поэтому я понимаю, что это очень трудная работа. И я понимаю, что наши тоже вот работники вот, Министерства образования, да, наши педагоги, они стараются, да, то есть это нельзя сказать, что здесь, например, образование плохое, да, потому что на самом деле есть моменты, где образование здесь для меня кажется чуть-чуть, как сказать, строже, чем в Америке, потому что в Америке это очень такой, не знаю, здесь сразу, ну, домашнее задание очень много, я считаю, меньше надо давать. У нас же прям принципиально разные системы. Да, системы разные. И в Америке мне больше нравится, потому что есть у каждой школы, да, вот, и я знаю, что здесь тоже у нас вот в школе есть, может быть, в одной школе один психолог, да, но там у них целые кадры, да, люди, которые, они не преподавают, да, но они работают с детьми, потому что, как сказала мне учительница вот моего сына в позапрошлом году, когда он там учился, что самый главный, особенно вот в начальной школе, да, это делать из детей не такие, их не учить, да, там математику, грамматику там и так далее, это все важно, да, но социализация, да, чтобы они стали хорошими людьми, чтобы они могли там именно в обществе, да, вот быть хорошими людьми, уважительными людьми. Это я был удивлен этим, потому что это даже изменение вот с моего детства, да, вот, то есть в моем детстве все-таки акцент был более на академическая часть, да, вот жизни. А сейчас я, например, удивился, вот сын домой пришел в школу, говорю, тебе домашка есть? Он говорит, 20 минут читать, и все. И здесь я помню, когда вот моя дочка, когда она вот в первом классе училась, это третья дочка, и у нее просто куча домашних заданий. И это ей очень трудно было. Она маленькая еще была, там 7-8 лет. Там, и тувинский язык, и русский язык, и чтение, и литература, и математика, все. И это ей очень плохо было. То есть
Я думаю, что да, это усовершенствование, да, то есть очень много сейчас новых знаний, да, вот в сфере образования. И было бы хорошо, да, если постарались чуть-чуть, да, вот в этом плане систему развивать, чуть развивать. Не буду сказать, что обязательно вот российская система образования должна быть как американская. Это не мое дело, да. Но в своем собственном опыте, да, это там легче. Вот детям легче, то есть они, я не знаю, там легче, а все-таки у детей там сразу есть желание, да, вот страсть именно к учебе, да, страсть к знанию, да. Это мне очень хорошо. Это нравится мне очень хорошо. Получается, специалист по международным отношениям. Да, ну да, мое название в этом учреждении вот, время от времени вот, меняется, да, то есть я даже не могу сказать, фактически да. Например, это для меня мои самые большие достижения в моей работе у Центра культуры, вот у Центра тувинской культуры, это я проводил совместно с коллективом, с нашим замечательным коллективом 3 фестиваля на международном уровне. Хумет в Центре Азии называется. А первый фестиваль, я могу сказать, что мы с директором Игорем Кошкендей, первый и второй фестиваль, потому что наш коллектив, они все тогда были свежие, да, и для всех это был первый опыт, да, вот проведения вот фестиваля такого масштаба, да. А особенно второй фестиваль нам посетил где-то 80 иностранных музыкантов и где-то 200 иностранцев в общем, которые просто приехали сюда из-за фестиваля. И еще участвовал в фестивале еще наш коллектив и потом еще очень много волонтеров. То есть это где-то 300-400 человек. И это в основном в главе был директор Центра культуры Игорь Михайлович и я. То есть мы вдвоем, я очень помню, как мы смотрели друг на друга, наконец-то после фестиваля, и мы оба просто, у нас сил все, ничего не осталось, и мы сделали это, потому что это очень трудно было. И потом, когда мы уже проводили 3-й фестиваль, я очень гордился потом, потому что я уже смотрел, как свои коллеги, это всегда моя цель, как свои коллеги, они набрали опыт, да, и при проведении 3-го фестиваля с меня не пришлось, да, вот большая трата сил, да, то есть это 3-й фестиваль прошел очень легко, благодаря вот моим коллегам, там, Чечена Алексеевна, Шурма Григорьевна, Шолбан Анатольевич, там, и все, вот весь Менги Васильевна, все, Игорь Михайлович, конечно, это просто чудо, потому что для меня, вы понимаете, как иностранец, да, ну, конечно, это, когда я говорю, я не тувинец, это мне очень нравится, потому что очень много говорят, нет, Шан, ты что, ты тувинец, все-таки. Но как человек, который родился на другой земле, да, как представитель другой культуры, который сегодня сюда приехал, да, и вошел глубоко в тувинскую культуру и стал принят как взят народа, да, все-таки всегда моя цель такая, это чтобы сами носители культуры, то есть вот сами кумежи, да, вот сами тувинцы, чтобы они научились, чтобы они набрали опыт, как спродюсировать свою культуру, потому что лучшего представителя культуры не найдешь, чем самого носителя. То есть я просто хотел быть как звено, да, как, чтобы эта передача была. А какой язык учить сложнее было, русский или тувинский? Я люблю языки, я сильно люблю. Сколько языков вы знаете? Ну, хорошо знаю русский, тувинский и английский, да, конечно, вот, то есть свободно владею, да. Но еще неплохо владею испанский. Испанский, да, хорошо владею, потому что в Америке это тоже как бы наш второй язык. Испанский, еще монгольский, японский, китайский, тюркский, турецкий. Еще что там? Ирландский. Ирландский — это язык моих предков. Ирландский я чуть-чуть позабыл, потому что это я, в основном, когда молодым был. Но я жил еще в Ирландии, учился в ирландском языке, даже участвовал в театре вот на ирландском языке. Ирландский язык — это язык, который почти исчез сейчас, потому что в Ирландии в основном все разговаривают на английском. Но есть у них там свой родной язык, который сильно отличается от английского. Например, как тувинский и русский.
то есть это они... Два разных языка. Два разных. Ну, может быть, как тувинский и монгольский, может быть, нет. Да, может, как тувинский и монгольский, но то есть они совсем разные, да. И поэтому у каждого языка есть своя красота, да, есть свои сложные моменты, и есть моменты очень трудные, очень такие легкие, да. Например, я могу сказать, например, у английского, да, те, которые учатся английскому, они всегда мне: Шон, как мне справиться с этими временами, да, потому что у английского 12 времен, там present simple, past simple, всякие, а у русского только 3 времена, да. Будущий, настоящий и прошедший, да, и прошлый, да, очень просто, да. Ну, у русского языка, да, есть такое понятие падежей, да, падежей, конечно, падеж есть, у английского почти нет. Но интересно, там где-то 10 лет назад были падежи у английского, и мы потеряли их. Английский, на самом деле, это является упрощенным языком. Про историю английского я могу там днями разговаривать. А у русского, там, например, объявлю или объявляю, да? То есть это, как это, совершенная или несовершенная форма, да? И, например, вот недавно я хотел объявить на своей инстаграме, да, набор взрослых учеников английского, да? И вначале я написал объявляю, да? Объявляю набор. И это ночью было, вот, когда я написал вот этот пост, и потом я проснулся утром, повторно смотрел пост, и что-то не так. И кто-то тоже мне написал, мой друг написал, что он тебе объявлю, надо сказать, да, вот это совершение, да, объявлю, прямо сейчас объявлю, не объявляю, каждый день объявляю набор. Ну хорошо, и исправил, да, свою ошибку, и опять уснул, потому что, это только после приезда из Америки, там адаптация, там разница времени и так далее. И потом еще один мой друг мне написал, говорит: Шон, кого ты там обваляешь? То есть это автокоррект, да, я хотел обваляю набор английского языка. То есть это объясняю, да, то есть это у русского для английскоязычных, да, это очень сложный момент. И произношение. То есть я такими разницами, да, вот такими сложностями я увлекаюсь. Я могу сказать, что да, самый сложный язык — это, наверное, китайский, с которым я знаком, потому что китайский просто надо иметь очень тонкий слух, потому что китайский, там есть, например, очень известный пример, это стихи, да, очень длинные при этом, да, и это все стихи — это ши. Только с разными тонами. И если писать, это все разные иероглифы, да, и даже имеет значение. Типа серый, тигр, пошел, это все. То есть, да, если надо выбрать один из них, это, наверное, китайский. А японский интересно, потому что японский для меня это очень простой, потому что японский на самом деле грамматика японского близкая к тувинскому. Да, вообще интересно. И поэтому японцы хорошо разговаривают по-тувински. Есть очень много японцев, там наша Мао, которая здесь живет давно, она моя подруга. И потом много на Инстаграме знает Вада Фумико, Вадако, там, она чисто пишет по-тувински, потому что, да, вот эти языки на самом деле грамматика схожая. А так все-таки тувинский или русский, была какая-то сложность? Да, конечно, у каждого, особенно насчет произношения, да, потому что произношение это при обучении, да, любого языка надо представлять себя носителем этого языка, да, то есть когда мы с тобой разговариваем по-русски, да, я максимально стараюсь представлять себя русским. И это включает там жесты, включает произношение, включает выражение лица, мимика, да. И это все нам помогает. Я всегда делаю сравнение, да, например, разговаривать по-русски, да, для меня это как дегустация очень вкусной еды, да. Потому что движение рта, да, по-русски, русский язык великий, да. Как ты жрешь, да, какие-то очень хорошие, там, вкусные, сочные какие-то пельмени, да.
А тувинский язык, это для меня это более как пение, да. Мен надо волочь воланерга, надо ливерга, да, шкастερμендерга, на шут, на рыга, такой же голос, да кудбадера, да, вообще бунтаган. И поэтому, да, ну, ловить и поймать все эти сложности, да, это требует, мы должны находиться на грани между искусством и знанием. То есть интуиция очень большой роль играет, но все-таки это тщательно тоже надо изучать грамматику, тщательно надо заниматься. То есть это не просто там один день я проснулся и по-тувински заговорил. Нет, все-таки каждый день вот занимался дома. То есть тувинский я только начал учиться здесь, Да, вот, с самого сюда первого приехали, дня. да. Где-то через 3 месяца я уже начал вести разговоры на тувинском с людьми. Но легенда про меня гласит, что да, Шон выучил тувинский язык полностью в течение 3 месяцев. Это не так. Я начал, конечно, да, разговаривать с людьми. У меня, да, на самом деле, да, был очень быстрый рост, потому что здесь тогда интернета не было, ни с кем было разговаривать на английском. Даже английскоязычных мало было. Там, ну, некоторые там учителя. И поэтому каждый день мне пришлось, если я хотел общаться с кем-то, и вы уже, наверное, видите, что я общительный человек, я люблю разговаривать, болтать люблю, и поэтому тувинский быстро до конца 1-го года здесь, я могу сказать, что я уже тувинском, да, свободно владел. То есть это было, конечно, очень много слов, которые до этих пор мне неизвестны были, но я уже мог спокойно разговаривать с людьми по любой теме. Я вот всегда задаю этот вопрос людям, которые знают много языков и говорят на многих языках. А на каком языке вы мыслите? Да, это тоже часто задаваемый вопрос. Первый, да, вот я скажу, что я стараюсь максимально думать на том языке, вот, на котором я вот, разговариваю. Да? То есть сегодня мы с тобой по-русски разговариваем, и я стараюсь тоже по-русски думать. Да? Даже не стараюсь, потому что на самом деле вот при разговоре, да, во время разговора вообще нельзя думать на самом деле. Нет, нельзя, то есть нельзя думать и переводить, да. Вот, она так сказала, ну это первый этап, да, и мы все должны проходить, но мы должны быстро реагировать, да, и чтобы вот, живое общение, да, вот держать, это значит там без задержки, да, вот надо. И поэтому, ну дома, да, если я там один нахожусь дома, все-таки в основном по-английски, но тоже часто думаю по-тувински, интересно, да. По-русски мало, бывает времена, но то есть, да, при разговоре, да, вот, если я на этом языке разговариваю, значит, я тоже на том же языке думаю, да, или стараюсь думать, чтобы не было этой задержки. А дома, да, все-таки в основном по-английски, но бывают времена, особенно когда я долго здесь бываю, но даже когда я там, либо со мной жена, либо вот ребята вот из ансамбля, то есть тувинский язык каждый день существует у меня, и нет ни одного дня, где я не слушаю тувинский язык, либо тут, либо там, и поэтому, да, иногда я даже сам смеюсь, потому что, находясь среди своих одноклассников в Америке, я сижу, думаю по-тувински. А вы в семье на каком языке разговариваете? С детьми я на английском, мама по-тувински, то есть мы всегда старались, что их первый язык был тувинский. И нам получилось вот с старшими. Но после этой поездки в Америке, вот в 2014 году, они, поскольку они учились в американской школе, они уже начали предпочитать английский. То есть очень интересно. Сейчас, особенно самые маленькие, они с мамой по-английски разговаривают, и мама отвечает им по-тувински. И все понимают друг друга. Да, все понимают друг друга. Как вы считаете, в чем сила Тувы? Да, это очень интересный вопрос, да, потому что Тува, ну, как в начале интервью мы тоже вопрос обсудили, да, если взять по данным, да, вот, то есть по внешним данным, там, экономика, уровень жизни и так далее, Тува вот другим людям кажется не очень, да, и люди удивляются, что держит Шона в Туве, да.
И поэтому в чем сила, да, я думаю, что эта сила очень четко выражается именно в искусстве Тувы, потому что Тува как место, да, вот в основном, ну, давайте посмотрим геологию, да. Почему геология? Потому что если мы возьмем историю, да, вот нашей планете, да, есть в мире только два места, где всегда была земля, всегда. Никогда моря не было. Это Канада и Сибирь. Это именно Тува. То есть с древних, самых древних пор, да, до исторических времен, до того, даже до динозавров, даже до всего, всегда здесь была земля, моря не было. И это значит, это одно из самых первых мест, да, где живые существа начали жить на земле, да. То есть именно с этих пор уже начал сформироваться, да, именно местные духи, да, потому что я как бы тоже очень духовный человек, я не считаю себя религиозным, да, но я уверен, что существуют невидимые, да, существа, которые тоже обитают нашу землю, но мы их не видим, да, и то есть я думаю, что эта сила даже с дочеловеческих времен начала именно в Туве копаться, да. И потом, если возьмем историю человечества, да, Тува всегда, вот с самых древних пор, всегда являлась очень уникальным местом. Потому что если возьмем, там, например, китайские летописи, да, китайские истории, почему китайцы? Потому что они начали уже 4 или даже 5 тысяч лет назад, у нас с этих пор даже есть китайская письменность, да, и они тогда же описывали, вот Тува для них, конечно, это был край, да, краем их земли, но они даже тогда же описывали народ, который здесь обитался, да, очень такой особый народ, да, это особые люди, это магические люди, да, и потом, если чуть-чуть подальше пойдем в историю, да, Тува это всегда было место кузнецов, это именно такое дело, именно такая работа всегда считалась магической, да, вот, потому что кузнец, да, он как волшебник, да, это именно человек, который огнем, да, вот правит, управляет огнем, это был огонь, это именно то, что делает нас люди, да, то есть это именно то, что разделяет нас от разных вот животных существ, да, потому что именно мы огнем управляем, то есть это Дарган называется по-тувински, Дарган всегда считался очень особым человеком, и даже если возьмем разные времена истории, мы увидим, что всегда народ, вот, который обитался вот на тувинской земле, они всегда славились, да, вот именно таким ремеслом, да, вот кузнечным, да, то есть это еще и возьмем вот всю эту историю, да, и потом слушаем хумей, да, слушаем тувинскую музыку, и у любого зрителя, у любого слушателя тувинской музыки сразу появится такое ощущение, что они слушают что-то очень-очень древнее, да, и мы можем даже уверенно сказать, что тувинская музыка, да, берет основу именно с таких времен. Даже мы можем сказать, есть предположение, да, что хумей, сагат, каркара, тувинское горловое пение, да, именно началось в таких временах, когда у человечества даже языка не было. То есть до того, что люди начали разговаривать между собой, они пели таким образом, потому что есть такая связь с природой, да, это естественная связь с природой. И может быть, да, может быть, все люди так и пели там 100 тысяч лет, 200 тысяч лет назад, но именно это пение осталось здесь. Я даже стал другим человеком, кем я был, когда я приехал. То есть и вернусь к этой теме, да, вот по-тувински называется эйлерен, черейлер, хозяева, да, вот это, ну,
называть их духами это нельзя, да, потому что они все-таки существуют, но это невидимые, да, явления, да, существа, которые влияют сильно на нас и на нас смотрят. Я уверен, что с технологией, там, со всякими этими, да, эти хозяйки и хозяины, они чуть-чуть страдают, а они в Туве до сих пор останутся сильными. А где бы вы хотели встретить свою старость? Здесь, да, я в этом уверен, да. Ну, даже если хочется там несколько лет прожить в Америке, например, вот, пока родители живые, да, потому что я их очень люблю, и, как я сказал, я свой бейсбол люблю, там, но все-таки я уверен, что это хозяева вот моей родной земли тоже на меня смотрят, они тоже по меня скучают, и поэтому, например, я вырос рядом с озером Мичиган, очень большое озеро, и даже когда перед тем я поехал сюда, я обязательно просил разрешения у хозяйки этого озера, хотя у меня тогда вообще никакого шаманского представления нет. До сих пор у меня шаманского ничего нету, но просто у меня чувство было такое, что это озеро как у меня мать, да, вот. И я просил у собственной матери, человеческой матери, и надо тоже у земли просить. То есть, и я уверен, что эти духи тоже по мне скучают. То есть, хотя, да, если, не знаю, вот, может быть, одна нога здесь, одна нога там, старость точно здесь, потому что я уверен, что ну, здесь просто лучше. Я хочу просто там жить на даче, там где-то, где чистый воздух, где там ягоды растут, там где там молока много, иметь несколько коров, там выращивать свой огород, там смотреть своих внучек и внуков. Да, точно здесь. А есть вещи, о которых вы сожалеете? Сколько у вас времени есть? Конечно, у каждого из нас есть. Но сидеть и жалеть, это, конечно, тоже бесполезное занятие, да? Да, конечно, есть. Я жалею о том, что я, например, вот про музыку, да, я хотел изучать музыку еще побольше, я хотел достичь еще уровень повыше в музыке, и это пока мне не удалось. Но я не сдаюсь, и, ну, все-таки, да, жалею. Вот, я думаю, ну, в буддизме, да, вот есть понятие, да, вот наше драгоценное время, да, и, да, есть, например, я жалею, что я больше языков не знаю. На самом деле... Еще больше? Да, это для меня очень мало. Да? Да, мало. То есть, да, есть. Я жалею о том, что я пока свой дом полностью достроил, да, но есть все-таки очень маленькие, очень много моментов, да. Жалею о том, что... Ну да, есть, конечно, но все-таки нельзя сказать, что я жалею, да, потому что я считаю это очень бесполезным занятием, просто жалеть, да. А в чем ваша гордость? В детях, наверное. В детях? Да, в детях. Вот! Жалею о том, что когда мои дети были маленькие, я не мог с ними проводить больше времени, потому что я всегда находился на гастроли. Помнишь, как я сказал, что в моем детстве, да, мой отец тоже всегда был вот на дороге, да, вот у него всегда командировки были. И я в детстве всегда жалел, у меня тоже вот времена с отцом мало было. Ну, я никогда его не обвинил, да, вот, но все-таки когда я вырос, интересно было, я думал, я никогда не буду как своим отцом. И потом я вырос, нашел свой путь, нашел свою работу. Мы 15 лет гастролировали, и я думал, я стал своим собственным отцом. То есть для меня пандемия, с одной стороны, это был как бы очень хороший момент, потому что наконец-то наступило время вот побывать с детьми. Но сейчас после пандемии жалею о том, что сейчас мне и ребятам из группы, вот нам сейчас очень трудное время, потому что работать артистом сейчас очень трудно. И мы хотим вернуться к этой работе, но это стало гораздо сложнее, чем прежде.
Сейчас между Россией и США очень такие сложные отношения, сложные политические отношения. Вот как это сказывается на вас, на людях, которые с политикой вообще никак не связаны? Да, это сожалею, да, вот это мне очень жалко, потому что я Россию люблю, я Америку люблю, я люблю обеих стран. Я думаю, что эти две ощущения не исключают друг друга. То есть я уверен, что мы не должны быть врагами, понимаете. И, конечно, это очевидно, что для меня теплые отношения между Россией и Америкой это в моих интересах, да? И как это на нас высказывается, в первой очереди, это мне постоянно придется там посещать американское посольство, да, либо для детей, либо для супруги, либо для работы, да, вот для ансамбля, да. И сейчас из-за ограничительных мер, из-за обратных мер, сейчас американское посольство почти не работает. Вообще да? не работает, Да. И поэтому, например, чтобы поехать в следующий раз в Америку, наверное, нам через Нур-Султан придется, да, поехать, через Казахстан или через Монголию. То есть это мне очень плохо. А на человеческом уровне, да, это мне очень жалко, потому что плохие стереотипы про американцев существуют в Америке, в России, да, и плохие стереотипы про русских существуют в Америке. Это если просто все эти люди могли бы сидеть и разговаривать друг с другом, за одним да? столом. Да. Например, там русский пришел, приготовил там американский борщ, и Джо пришел, приготовил вот русскому Владимиру там его гамбургер, да, и просто садились за одним столом, потому что я думаю, что наш мир это уже 21 век, мы должны найти какой-то способ жить как единый мир, а не разделяться, да, ты такой, я такой, он такой, и нам нельзя жить в дружбе. Это время уже прошло, потому что мы уже как человечество, как все человечество, весь человечество, мы должны достичь еще уровень повыше. И это мне очень жалко. И, конечно, прокомментировать очень много не буду, но да, реально это мне жалко, и было бы очень хорошо, потому что мы все люди, и все люди хотят, они просто хотят жить в мире, они хотят кушать, что они хотят крышу над головой, они хотят мир, они хотят безопасность для своих детей. И все. Мы друг от друга не сильно отличаемся. Это мне очень жалко. Даже в Америке, например, сейчас американский народ даже есть левая часть, правая часть, которые друг друга ненавидят. А на самом деле у нас все общие интересы. Мы просто все хотим жить мирно, все хотим развиваться, все хотим увлекаться, все хотим веселиться. И поэтому, да, на нас высказывается. Но, к счастью, да, из-за того, что я американец, здесь, именно в Туве, никто на меня не приставал, там все уважают. То есть с этой стороны я очень рад, потому что люди в Америке иногда меня спрашивают, это там тебе не опасно, не страшно, потому что там они же нас ненавидят. Я говорю, нет, там все нормально, народ смотрит на меня не как американец, а как человек. И поэтому, да. Ну, конечно, это очень такие дела вот на высоком уровне, которые происходят. А я только могу молиться и надеяться, что в будущем будем смириться чуть побольше, да. Люблю я тебя, Америку, люблю я тебя, Россию. И туву мен сенге базада ханак мен сенег ажанда хапши давас мен анак. Чортом, черем, тавам. Супер. Спасибо. Спасибо большое за интервью, Шон. Спасибо.